У меня сегодня очень трудный, насыщенный день, и я не успел проголосовать на своем избирательном участке. Оказывается, это не проблема, если есть паспорт. Я проголосую здесь, на этом избирательном участке. Это возможно. Исполнить свой гражданский долг всегда возможно, было бы желание. Что важно, нужно указать причину, почему не удается проголосовать по месту регистрации. А далее все по стандартной процедуре. Паспорт, роспись, получение бюллетеней, голосование. Участок номер 291 в Казани неожиданно оказался в центре скандала. Наблюдатели утверждают, что здесь была зафиксирована попытка вброса. Мы на месте разговариваем с одним из наблюдателей. Когда он входил, у него куртка была застегнута, и она выпирала сильно. Вы определили, что сразу несколько бюллетеней? Это по какому? По звуку. То есть был сильный грохот, который не соответствует малому количеству бумаги. И тем более он закинул не в ту урну, где прорезь 0,5 миллиметров. Соответственно, он не мог туда выйти, а именно в ту, где сантиметр. Мы решили проверить, насколько все это действительно реально. Это избирательный участок в Казани. Здесь организовано все стандартно в соответствии с нормами избирательного процесса. Здесь выдают бюллетени, за процессом наблюдают наблюдатели. Это кабинки для голосования, а это сама урна, она прозрачная. Как видите, все стандартно. Просунуть сюда мы специально взяли несколько листов бумаги, практически нереально. Тем не менее, в ряде интернет-СМИ и на телеграм-каналах появилось то самое видео с бросом. На нем видно, как некий молодой человек в темных очках опускает в урну бюллетени, которые действительно падают неправдоподобно громко. Позже на сайтах интернет-агентств «Интерфакс» и «Татар-Информ» появились сообщения, что это действительно провокатор. Мужчина не подходил к столу членов комиссии, а быстрым шагом проследовал к урне, а все действо – заранее продуманная и срежиссированная акция по заказу одной из оппозиционных партий. Новые подробности. Парень специально приехал из Нижнекамска для участия в постановочном видео. Тем не менее, на общий ход голосования в Казани эта дешевая провокация никак не повлияла, в том числе и на этом участке. Удобно, хорошо, отлично. За 2 секунды я заголосовал. Урны, насколько они вас устраивают? Урны хорошие, нормальные, прозрачные. Сложностей никаких не было там, чтобы туда? Нет, никаких сложностей. В ходе проведения голосования было несколько жалоб у нас от наблюдателей. Все устранили. Сейчас все работает в штатном режиме. Никаких замечаний нет. Члены комиссии работают. Наблюдатели все на местах. Вот эти вбросы, которые есть в некоторых телеграм-каналах появились, в основном носят фейковый характер, насколько я понимаю, и никаких судебных разбирательств там не будет, хотя, наверное, будет то, что дойдет до судебных разбирательств. Попытка дискредитировать выборный процесс в Татарстане провалилась, тем не менее она проливает свет на грязные методы борьбы отдельных политических группировок. И это несмотря на официальные заверения представителей партии, что выборы проходят честно, без провокаций. Не иначе часть молодого актива ряда оппозиционных партий решила подставить своих старших товарищей. А иначе как еще объяснить эту акцию? Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, 7 дней.